Пожароопасному сезону в Якутии начнут готовиться весной. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Финансирование кратно увеличили при поддержке федерального центра. Нельзя допустить переход огня на населенные пункты, как это было летом в селе Беськёль. Сегодня в рамках рабочей поездки село посетил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Подробности в материале Мадины Халиковой. Семья Дмитриевых уже месяц как перебралась в новый дом. Построенный в рекордные сроки, он выдержал первые 40-градусные морозы, пришедшие на прошлой неделе в Беськёль. В семье 4 детей. Все разместились в просторном двухэтажном здании. А скоро еще и дворовые постройки восстановят. Детям очень нравится. Они вот на 2-м этаже там уже у них общие, там уже комнаты девочки и мальчики. Им очень нравится, дети радуются. Главное, чтобы детям было хорошо. После того, как наш дом сгорел, не знали, что сделать. Да, например, не думали, что построят так быстро дом. И, конечно, были сомнения, что за короткое время построенный дом будет таким теплым, да, уютным. Не знали, конечно, но сейчас холода только приближаются. Конечно, волнуемся, что дом потерпит, не потерпит, будет ли холодно, например. Сейчас на данный момент где-то 30 градусов, да, на улице, поэтому, пол, конечно, теплый, дети босиком ходят. Навестить новоселов приехал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он в рамках рабочей поездки посетил Беськёль, проверил, как строители выполнили задачу, поставленную главой республики Айсеном Николаевым, и отметил, что, несмотря на сжатые сроки, все поручения выполнены. Вы знаете, самое главное, что люди довольны результатом. Более того, даже когда их спросил, строили быстро, есть ли какие-то недоделки, хозяйка дома оглянулась и сказала, а недоделок-то и нет. Это здорово, когда за 2,5 месяца выполнена такая работа. Построено 34 дома. Дома построены в той же площади, в которой они были у людей. И никаких жалоб, никаких замечаний у людей не возникло. Здесь все работали. Я хочу и руководство республики поблагодарить, и компанию «Алрос», и компанию «Роснефть», которые помогли профинансировать строительство домов. Поэтому мы можем говорить о том, что поселок восстановлен. Глава республики, в свою очередь, рассказал, готовиться к пожароопасному сезону начнут уже весной, и в этом поддержит федеральный центр. Якутии нужно быть готовой к не менее жаркому лету, резюмирует Айсен Николаев. Уверен, что мы сейчас должны провести большую организационную работу. Это и набор дополнительных штатных единиц авиадесантной службы, это и закупка техники, это и правильная подготовка плана тушения пожаров. И самое главное, мы должны провести работу по профилактике лесных пожаров по весне, чтобы людской фактор минимизировать. А летом, когда придет сезон уже сухих гроз, мы должны быть максимально готовы для того, чтобы оперативно всем работать по тушению пожара. Мы, конечно, понимаем, что сухая, жаркая погода, она наверняка и будет и в следующем году, и мы должны быть максимально к этому готовы. Тем временем жители Беськёля уже не вспоминают о тех страшных днях, когда потеряли крышу над головой. Сейчас у каждой семьи есть не только теплый уютный дом, но и все блага цивилизации. Высокоскоростной интернет, свет, вода, газ, благоустроенная территория вокруг. Но в целом все довольны. Дома теплые, дома экологичные, и все коммуникации работают хорошо, люди довольны. Самое главное тщательно отслеживать правильность исполнения всех технологических процессов. Такими и должны быть села, современными, комфортными для проживания. Теперь у Беськёля началась совершенно новая история. Кроме того, Юрий Трутнев в ходе своего визита сообщил, что школе и культурно-спортивному центру быть. С этой инициативой к Владимиру Путину глава республики Айсен Николаев обратился в августе и получил поддержку президента. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Беськёль, Горный район.